читаю ее стих о Нумаче Джихане. И вот у нее здесь перевод есть «Желтый тюльпан» и «Мотылек». Тоже прочитаю. А вот, Нариман, то, что мы говорили, значит, я ей обязательно дам такую, попрошу газетку, чтобы она на следующий год перевела это стихотворение Саух Лахман Татарлагом. Да. У нее хороший перевод, и она училась, закончила филологию русскую, да, и преподавала в институте где-то в Ташкенте, ну, в каком-то Ташкенте. Она говорила, я просто не это, 40 лет она, у нее очень такой хороший, как можно сказать, сленг современный, можно себе, да. И я просто вот еще скажу про Нумаче Джихана. Он прожил очень короткую жизнь, 33 года, возраст Иса Пейгамбер, но он столько сделал за 3 года. А если бы он прожил 80 лет, он бы, конечно, сделал бы очень много. Да. И это все в наших сердцах, потому что человек, написавший Конституцию Крыма на базе государства Швейцарии, это уже говорит о многом, что человек знал. И, ну, величайшего ума человек был. Такой настолько... Йохан, кто такой Иса Пейгамбер, если просто не все, может, не поняли? Иса Пейгамбер, да. Иисус Христос. Да. Да. Возраст Иисуса. Да. Да. Муфтий поэт. Так. Черное море мятежное, порой такое же нежное, как Челебеджиха. И ныне волнами прибрежными он мудро правит, муфтий их. Принес к нам ветер его стих. Легко узнать стиха исток, как легкокрыл, как мотылек. Он лучше мог бы стать поэтом, но в смуте не было просвета. Пьяны матросы кровью были, поэта долго они били, и не поверив, что убили, швырнули в море, утопили. Он был печалью нашей полн, теперь она печали волн. В серолях, саплях и в домах, наших юношах умах. Но он сказал, долой печали, чтоб песни радостно звучали. Знать надо твердо, что народ, пока поет он, не умрет. Такой оставил нам завет наш муфтий, первый наш поэт. Хорошее стихотворение, правда же, да? Очень такой вот, действительно. И она вот неплохо, я потом чуть-чуть еще расскажу о ней, чтобы она вот перевела и Идриса Санина, потом Мустафа Джавхери, такие интересные стихи. Я никогда стихами не интересовалась, но, по-моему, чем мы становимся мудрее, тем мы куда-то склоняемся. Так, Нумаче Джихан «Мотылек». Приземляясь там и тут, мотылек летал по саду. Лилиями наскучил он, и сирень ему не рада. Он шелковым крылом трепетал, как ангелочек, каждой розе целовал, каждый лепесточек. Школьница его, увидев, фесочку сняла с головки. «Я тебя сейчас поймаю, хватит у меня сноровки». Но ручонкою не схватила, феску кинула, не сбила, широко глаза открыла, где тот ангел легкокрылый? А он крылышки сложив, опустился на цветок, и через лупу, хоть гляди, лепесток и лепесток. Вот желтый тюльпан. Весны нашей ранней прелесть, желтый тюльпан, волнует неповторимый твой нежный стан. И полюбоваться, поцеловать тебя, ночь не спал я, и рано-рано утром встал. Желтый тюльпан наши души околдовал, я к рукам и к ветру его приревновал. Я его от сглаза солнца, звезд и неба, как страж земли, как стражник сада оберегал. Желтый тюльпан, ты радостно сад осветил, сердцу моему на время добавил сил. Но ведь недалек, завтра ты, увы, умрешь. Зачем, красавец мой, ты мир сей посетил?